Вот родилась Амира. Сначала о ней заботилась мама. Амира росла любознательным и здоровым ребенком. Когда Амира подросла, она пошла в садик, потом в школу, отучилась. Перед ней открылись возможности выбрать свою профессию. Стать программистом, юристом, художником или инженером. А что, если, допустим, у Амиры синдром Дауна? Появление особенного ребенка в семье – это шок для мамы. Очень часто это сопровождается непониманием родных. Женщины, они становятся колючими. А мама в этом случае думает, что каждый смотрит на ее ребенка не так, и что его обидят. То есть здесь мама начинает заниматься гиперопекой, боязнь показать своего ребенка другим. Моя цель как методиста – показать родителям, если у них есть ребенок с особенностью развития, что это не закрытые двери во всем мире. И ваш ребенок будет учиться жить самостоятельно, обходясь без мамы, без папы, социально-коммуникативным навыкам. Плюс ребенок будет получать какие-то образовательные навыки, показать родителям, чтобы они не боялись и не стеснялись своего ребенка с особенностью развития. Меня зовут Оскар Райс, я гражданский активист и председатель общественного фонда New Age. В Кыргызстане количество садиков насчитывается 1617, а для детей со специальными нуждами это количество составляет всего лишь 14. И в процентном соотношении это всего лишь 1%. К сожалению, у нас на сегодняшний день система дошкольных образовательных организаций, именно специализированная, она, скажем так, не может охватить все потребности детей. Тем не менее, у нас в регионах открываются группы, как мы говорим, специализированные группы при массовых детских садах, куда ходят дети с ограниченными возможностями здоровья, но, к сожалению, это очень маленький процент. Что нужно делать в таких случаях? Родители не должны оставаться в стороне и быть равнодушными к детям с ограниченными возможностями. Они должны их поддерживать как морально, так и материально. В таких случаях у детей появляется чувство, что он тоже нужен обществу, что есть люди, которым он не безразличен. Это хорошо описано в Конвенции о правах ребенка. В ней сказано, что каждый ребенок имеет право на обучение на равных условиях, имеет право на досуг и доступ к социальным услугам. Тармактарга чыкканга, жана өзүнүн укуктарын пайдаланганга мүмкүнчүлүктөрү бар деп жазылып турат да. Учителя нам говорят, чтобы мы помогали детям в социализации, чтобы они чувствовали себя на равных с остальными. Мы тоже им помогаем, делаем, что в наших силах, контролируем выполнение домашних заданий и поддерживаем связь с учителями. Манат болуптур, манат кагылыптур, бүлгөрү манат сиз көрүп, айталаран келатып, кареке кылып табалып, үйдей болгон каратасты саптылы, ката кетти бөлүнүбү. Всего по республике 2283 общеобразовательных учреждений и всего 15 специализированных учреждений. А так это выглядит по регионам. Как видите, в Нарынской и Сыкульской областях специализированных школ вообще нет, а в других не более 2,5%. И это важная проблема, которую нужно решать. На сегодняшний день у нас система образования для таких деток, особенных деток, представлена двумя направлениями. В первую очередь он имеет право идти в массовую общеобразовательную организацию, также он имеет право пойти в специализированную. Изучая опыт зарубежных стран, изучая опыт стран СНГ, мы видим, что там идет параллельное развитие этих двух систем. Мы сейчас понимаем, что, допустим, те дети, которые имеют тотальные нарушения здоровья, да, допустим, слепой ребенок или глухой ребенок, к сожалению, на сегодняшний момент он не сможет получать образование в массовой школе, потому что, в первую очередь, у нас материально-техническая база, к сожалению, не позволяет. Во-вторых, это отсутствие специальных методических, дидактических средств.
На сегодняшний день в Кыргызстане числится более 180 тысяч людей с инвалидностью. Среди них 32 013 детей. Всего 6362 ребенка с инвалидностью охвачены системой образования. Если человек хочет чего-то добиться, он должен стараться сам. Поддержка будет всегда от родителей, от друзей. Чтобы ты хочешь достичь каких-то целей, ты должен в первую очередь поверить в себя, себе доказать, что ты это можешь. Все от человека самого зависит. Он сам свою судьбу выбирает, как он хочет жить. После 11 я уже начал переживать. 11 закончил, экзамены сдал, получается, в руку аттестат дали и поступил в Иркутский государственный университет Инстану. Из всех студентов на 3-м месте. У меня самый большой балл. Я этим курсом очень благодарен в том, что я понял саму суть. Мы вот недавно тоже с моей однокурсницей выиграли призовые места. Здесь предоставила работу, что мы должны были кое-какой сайт сделать. Но студенты были очень хорошие. Я как бы ими очень довольна, потому что вот тот энтузиазм и то желание, с которым они занимались. Многие из ребят, они уже трудоустроились. Самат, он работает светофор. Вот он здесь у нас в городе, в Каракол, а работает, получается, в Бишкек. Дети, как мы, с таким диагнозом, да, как мы там, например, они тоже люди. И они тоже должны иметь шанс, чтобы чего-то добиться. Система высшего профессионального образования как бы пересмотрела стандарты свои, и сейчас каждое учебное заведение может обучать человека с ограниченной возможностью по индивидуальной программе и даже продлить срок обучения. Данные изменения закреплены постановлением правительства, они вышли в конце декабря 2019 года. Я думаю, что вот этот шаг позволит большему количеству людей уже поступать в высшее учебное заведение. Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о защите прав людей с инвалидностью. Люди с инвалидностью имеют право на обучение и могут обучаться вместе с остальными людьми. У многих успешных и великих деятелей, например, Исаак Ньютон, Бетховен, Леонардо да Винчи, Ник Вуйчич и даже наших ребят Дастан Бекешев, Мирбек Асангариев была и есть инвалидность. Может быть, тогда и среди наших ребят есть великие и успешные деятели.